Вы смотрите «Итоги дня» на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале об основных темах этого выпуска. Река набирает силу, а специалисты призывают к спокойствию. Ледоход на Лене в районе города Ленска в этом году начался ранее среднегодовых сроков. Тысячи непрофессионалов, людей, которым было просто не безразлично, в прошлом году вышли на тушение лесных пожаров. В Якутске прошел первый слет добровольцев республики. Огромный котлован образовался в результате обрушения канавы впритык к жилому дому. Из-за этого появилась прямая угроза обрушения деревянной многоквартирки. В ситуации разбиралась наш корреспондент. Девушки в белых халатах, которые чаще всего остаются в тени, когда как от их профессионализма зависит жизнь и здоровье людей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские сестры. Дистанция 700 километров по городам, где проходили одни из самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны. В Якутске встретили участников шестидневного патриотического пробега «Факел Победы». Ледоход на Лене в районе города Ленска в этом году начался ранее среднегодовых сроков. Буквально вчера вечером, 11 мая, жители Ленска наблюдали движение льда. Но сегодня, как говорят в народе, река набирает силу. Специалисты же призывают к спокойствию. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Сейчас наблюдается низкий уровень воды 808 сантиметров, при критической отметке 1410. За сутки ледоход продвинулся на 60 километров и буквально за 8 часов достиг Батамайских островов. Угрозы потопления нет. Толщина льда в этом году ниже нормы. Образование заторов не наблюдается. Оперативная группа Главного управления МЧС России по республике, которая находится в Ленске и контролирует паводковую ситуацию, следит с помощью воздушной спецтехники за такими труднопроходимыми участками, как Батамайские острова. Сегодня мы, запускали беспилотный летательный аппарат, смотрели, что у нас затормозило, какое сейчас явление наблюдается в районе острова Батамай. Там сейчас на данный момент находится просто полотно ледохода, никаких навалов там нету. Образовалась обычная ледовая перемычка, которая образовалась еще ночью в связи с низкими температурами. Сегодня у нас уровни еще достаточно небольшие. Необходимо еще подняться, по крайней мере, где-то на метр-полтора, чтобы возобновилось движение ледохода. Уровни при вскрытии были ниже нормы на 2 с лишним метра. Поэтому необходимо нам сейчас, в связи с установлением теплой погоды, сейчас будет активизироваться процессы снеготаяния, да, и льда также, и движение возобновится сегодня. Думаю, что к вечеру река Лена должна пойти в районе города Ленска. Между тем, вскрытие реки Вилюй также произошло накануне 11 мая у села Сунтар Сунтарского района. Уровень воды составил 446 сантиметров, при критической отметке 1330 сантиметров. Отмечается, что разрушение ледяного покрова на реке произошло на 3 суток раньше нормы. В ближайшие сутки ожидается дальнейшее продвижение ледохода на территории Сунтарского, Нюрбинского и Верхневилюйского районов. Перевозка пассажиров через реку Вилюй в Сунтарском районе осуществляется на Хивусах. Что касается навигации на реке Лене в Якутии, то ее планируют открыть 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона. В соответствии с распоряжением Росморречфлота открытие судоходной обстановки на реке Лене планируется на участке от Киринска до устья реки Витим 16 мая, от Витима до устья Алекмы 22 мая, от устья Алекмы до устья Алдана 25 мая. На реке Алдан суда начнут ходить по предварительным данным 23 мая, на реке Вилюй 26 мая. Если навигацию в Якутии только планируют открыть со следующей недели, то в Иркутской области она уже началась. Первое судно «Алроса Лена» вышло из Усть-Кута в Ленск. Как это проходило, смотрите далее.
Приветствую вас, дамы и господа. Меня зовут Алексей, и я работаю во всем известной компании «Алроса Лена» в должности помощник шкипера на несамоходной сухогрузной барже МП-2545. Я нахожусь на грузовом причале у МТС «Алроса» города Усть-Кут, где и происходит погрузка первого в 2022 году плавсостава СК-2077 и сухогрузной баржи МП-2545. Первый свой рейс навигацию 22 будет перевезено до города Ленск контейнера, мазут судовой, лингосульфонат, прокат черных металлов, вагон-дома, оборудование. 3000 тонн. Столько технического груза загрузили на плавсредства. Сегодня, 11 мая, судно вышло из Усть-Кута в Ленск. Еще 2 сухогрузных состава и нефтеналивное судно стоят под погрузку. К началу навигации в Усть-Кутском отделении МТС накопили 14 тысяч тонн груза. Его отправят в адрес подразделения «Алроса» первыми рейсами. Прибытие в Ленск пока не можем сказать точно, какая это будет дата, потому что все зависит от того, как пройдет ледоход в районе Ленска. Плюс мы всегда ориентируемся на судоходную обстановку. На сегодняшний день судоходная обстановка открыта только до Витима. Далее мы будем ожидать, когда пройдет ледоход на реке Витим. И после того, как лед выйдет с реки Витим, мы продолжим движение до Ленска. Водоканал на 100% готов к паводковому периоду. Для этого на водоочистной станции в Якутске проведены станции биологической очистки, где очистили фильтры и отремонтировали насосы. Специалисты параллельно занимаются промывкой сетей канализации. Для обеспечения бесперебойного процесса водоочистки заблаговременно приобретены все реагенты. Речь идет о запасе на 2022 год. После ввода в городе новой водоочистной станции качество воды в Якутске заметно улучшилось. И во время паводка уже нет проблем с грязной водой. Расчетная мощность сооружений 110 тысяч кубометров воды в сутки. Однако город сегодня использует половину от заданного расчета. Очищенная вода ежедневно проходит и лабораторные испытания. На сегодняшний день заборные сооружения готовы на 100% к прохождению весеннего половодья и дальнейшую очистку. То есть мы провели ревизию всего насосного оборудования. Реагенты завезены все в полном объеме. Реагенты практически все у нас отечественные. Есть у нас один реагент не отечественный, но на весеннее половодье 3 фирмы заявились и будут работать в тестовом режиме, испытания будем делать. То есть переходить полностью на отечественный реагент. У нас несколько степеней очистки. То есть первая степень очистки – обеззараживание гипохлоритом натрия. Следом идет вторая степень очистки – коагуляция, потом флокуляция. Потом вода проходит непосредственно через уголь антрацит, кварцевый песок и кварцевый щебень. Далее уже вода проходит ультрафиолетовое обеззараживание. Потом уже подаем чистейшую воду в город. Погода в республике непредсказуема. Сейчас мы проходим паводкоопасный сезон, а на подходе пожароопасный. В прошлом году на тушение лесных пожаров вышли тысячи непрофессионалов, людей, которым было просто не безразлично. Со временем спонтанно образовавшиеся добровольческие бригады переросли в общественные организации и объединения, которые сегодня известны далеко за пределами республики. Чтобы добровольческое движение росло и крепло, было принято решение организовать первый слет добровольцев, который в дальнейшем должен стать традиционным и ежегодным. На первом слете добровольцев Якутии побывал наш корреспондент Александр Хавренко. Лесные пожары 2021 года показали, что специальные службы не всегда справляются со стихией. И тогда им на помощь приходят добровольцы. Чтобы эта помощь была более эффективной, в этом году в Якутске прошел первый слет добровольцев. Сама идея добровольчества, она такая очень серьезная. Мы же не только привлекаем добровольцев для тушения лесных пожаров, но эти же добровольцы, думаю, это смелые, умные, отважные ребята, обязательно отзовутся, если вдруг понадобится помощь при наводнениях или при других каких-то технологических катастрофах или других чрезвычайных ситуациях. Как правильно развернуть пожарный рукав и подключить его к насосу, подающему воду? Как управлять бронзбойтом? Как отличить вывих от перелома и правильно использовать пожарный ранец? Всем этим азам участников первого слета добровольцев обучили профессионалы. Пожарные, бойцы Якутвесресурса, врачи медицины катастроф. Ведь подготовленный доброволец – это надежный товарищ и помощник, который в случае необходимости встанет плечом к плечу с профессионалами. Все когда-нибудь может пригодиться. Те, кто нам все это рассказали, они большие молодцы. Больше всего запомнилось, как нужно вести себя при пожаре и, конечно же, первая помощь. Ведь
Первую помощь нужно оказать не только на пожаре, но и, в принципе, в повседневной жизни. Власти региона высоко ценят работу добровольческих организаций и отмечают, что развитие движения добровольцев в Якутии в том числе является примером и для соседних регионов. Все участники первого слета были отмечены памятными знаками, а организаторам вручены благодарственные письма от правительства региона. Только в прошлом году участвовавших в пожарах, в тушении лесных пожаров было 26 тысяч человек по республике. Ну, понятно, что там где-то 4 тысячи человек это были, наверное, профессионалы, да, которые тушили. Но 20 с лишним это были люди, которые не профессионалы, но в то же время не стояли на стороне, не критиковали, а именно своим делом доказали тушение лесных пожаров 2021 года. В этом году республика уделила особое внимание подготовке к пожароопасному сезону. И проведенный слет является одним из ключевых этапов этой подготовки. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Огромный котлован образовался в результате обрушения канавы впритык к дому по улице Кузьмина, 20. Канаву вырыла подрядная строительная организация, которая проводила новые канализационные сети к новостройке, которая находится рядом. В результате инцидента появилась прямая угроза обрушения деревянной многоквартирки. В ситуации разбиралась Ульяна Шагина. Посмотрите, что уже творится. Полы проваливаются. Это стенка уже пошла. Все отваливается. Иван Кривошеев в этом доме по улице Кузьмина, 20 долгожданную муниципальную квартиру получил в далеком 1995 году. С тех пор здесь и живет. Да и жил бы дальше, если бы не физический износ дома. Стены, потолок, полы – все рушится. Жильцы с надеждой ждут переезда. Находиться здесь стало не только невозможным, но и опасным для жизни. Только в этом году не стал перестилать. А так все я своими силами это все убираю, выношу на улицу. И полы перестилаю. Та же картина у соседа из другого подъезда. Александр Молоков уже 5 лет не может провести в квартире ремонт. Штукатурка на стенах практически вся обвалилась. Лепить новую нет смысла. Дом, особенно по ночам, ходит ходуном. До этого более-менее как-то тут можно было существовать. Мы не живем, существуем. Многие жильцы мечтают переехать жить в рядом строящийся 9-этажный дом. Свою деревяшку признали аварийной в 2012 году. Под первый этап федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья жильцы не попали, зато автоматически перешли во второй этап. Часть жильцов получили по ней компенсационные выплаты и съехали. Оставшиеся до сих пор ждет, когда их переселят. Включая этот дом, признано уже 26 домов аварийными. И, соответственно, в этом году мы надеемся, что все-таки построится дом, и эти жители, многоуважаемые жители, будут переселены в дом, который как раз строится. Из 16 квартир здесь у нас получили компенсацию. По информации ДЖО, 5 квартир уже получили компенсацию. Остальные, соответственно, либо работают в этом плане, либо ждут переселения. Беда не приходит одна. Помимо того, что сам дом находится в плачевном состоянии, буквально 2 дня назад во время строительных работ мы все видим, здесь обвалилась земля. Сейчас, конечно же, все это устраняются и обещают, что до вечера всю эту ситуацию уже исправят. Огромный котлован появился во время земляных работ, которую как раз в эти дни проводит подрядная организация, строящая рядом стоящий новый дом. Строители хотели провести под землей канализационную трубу и вырыли яму, которая под напором талых вод превратилась в то, что сегодня можно здесь наблюдать. Сегодня все закроем, все подключим, закопаем, дома отопления пустим, горячую холодную воду. А из-за чего произошло? Сможете поняли? Вы же видите, сейчас все оттаивает, все обваливается, все тонет. Техника одна заезжает, одна места нету работать. Одна техника заезжает, вторая выезжает, поэтому так и мучаемся. Канаву, может, и закопают, только дом от этого не станет крепче. Новостройку обещают закончить к концу этого года. Достоит ли дом, как говорится, поживем, увидим. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. Перейдем к другим темам. С 11 мая в стране уже начались выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. Оно введено по решению президента. Пособие можно будет получить на карту или через почтовые отделения. В мае родители детей от 8 до 17 лет получат пособие сразу за апрель и май. Размер пособия составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в зависимости от нуждаемости семьи. Расходы на такие выплаты оценены в 505 миллиардов рублей.
Сегодня начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. Оно введено по решению президента. Уже поступило свыше 2,5 миллионов заявок на 3,5 миллиона детей. Средства станут доставляться Почтой России или перечисляться на карты родителям, которые подали заявление через портал государственных услуг, многофункциональные центры или пенсионный фонд. В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май. В Якутске открылся первый хаб Сбер Е-аптеки. Это одна из крупнейших в России сеть интернет-аптек. Аудитория сервиса превышает 17 миллионов человек ежемесячно. Кроме того, Сбер Е-аптека предоставляет широкий ассортимент товаров и удобный сервис для заказа и доставки. Более подробно в материале Саргаланы Неустроевой. По словам представителей Сбербанка, сервисы компании успешно развиваются по всей стране. От доставки еды до возможности самому отправить посылку в другой регион. И все это по доступным ценам. Между тем, открытие хаба Сбер Е-аптеки в Якутске стало первым шагом к развитию уже медицинских сервисов Сбера, который поможет повысить доступность лекарственных средств для жителей города. Сегодня это новый сервис, который позволяет не только получить аптеку с большим ассортиментом лекарственных средств, с очень конкурентными ценами, но и возможность удобной доставки. По сути, новый шаг в развитии электронной коммерции группы компаний Сбер здесь, на территории Якутии. Пока сервис работает только на территории городского округа Якутск. Компания может предложить лекарственные средства и товары для здоровья по доступным ценам в городе. И что самое важное, за ними даже не придется куда-либо ходить. Доставку безрецептурных препаратов можно заказать через приложение, которое доступно в том числе для слабовидящих людей. Мы делаем доставку в течение всего одного дня. То есть, если покупатель делает заказ утром, то ему доступный заказ получить как после обеда, так и до вечера, до 21 часа. При этом при использовании приложения или сайта у покупателя есть возможность оплатить покупки баллами Сберспасибо. Всего якутский хаб представляет покупателям более 12 тысяч товаров. Это порядка 30 категорий лекарств и товаров для красоты и здоровья, включая жизненно необходимые препараты. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Работа не из легких. Медицинские сестры – девушки в белых халатах, которые чаще всего остаются в тени, когда как от их профессионализма зависит жизнь и здоровье людей. Сегодня профессиональный праздник у всех медицинских сестер, и в этот день они сами расскажут нам о важности и престижности своей нелегкой профессии. Елена Веденеева, старшая медицинская сестра хирургического отделения, рассказала нам, что профессия медицинской сестры действительно очень сложная, но интересная. В хирургии она работает 22 года. За это время видела всякое – и кровь, и смерть. Сначала не могла привыкнуть к боли людей. Возникало чувство жалости и страха, но с возрастом стала относиться к этому спокойнее. Свою работу женщина любит и гордится, что она медицинская сестра. Кто начинает свой профессиональный путь, вот, конечно, сложно. Научиться всем манипуляциям и преодолеть все сложности, но со временем опыт приходит и становится просто интересно. Сегодня Ленская ЦРБ насчитывает 260 работников среднего медицинского звена. Из них более 100 – это медицинские сестры. Руководит их дружным коллективом уже много лет Людмила Дворковая. Она их наставник и помощник. На плечи этих хрупких женщин ложится самая сложная работа. Они и главные помощники врачей на приеме в поликлинике, у операционного стола, в процедурном или физиокабинете и в стационаре. Да что там говорить, большая доля медицинских услуг оказывается именно сестринским персоналом. Вообще на плечи медицинских сестер ложится огромная доля работы по лечению, выхаживанию и ухаживанию за пациентами. Пациенты поступают крайне тяжелые, требуют особого внимания, ухода. И все это ложится, конечно, на плечи медицинских сестер. Но не только это делает профессию медсестры одной из самых важных и нужных. Выполняя назначение врача, они лечат пациентов еще и теплом своих сердец. Не случайно их раньше называли «сестры милосердия». В нашей профессии случайных людей не бывает. Случайные люди долго не задерживаются, потому что это нужно уметь любить больных, слабых, капризных людей, терпеть это все.
Поэтому здесь, конечно, люди по призванию. Наши медицинские сестры – это настоящие патриоты своего дела, которые всегда остаются верными своему призванию. Не унывая, несут гордое звание сестер милосердия, развиваются, идут в ногу со временем, а главное – подают лучший пример бескорыстности, терпения и сострадания к людям. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. А вот медицинские сестры Якутского республиканского онкодиспансера поборолись за звание лучшей в своей профессии и не только. На конкурсе они продемонстрировали свои таланты. В этом году он посвящен Году матери в республике и в честь этого назван «Счастье материнства». Кристина Якупова побывала на конкурсе и готова рассказать подробности. Они готовы оказать первую помощь и даже взяться за хирургические манипуляции. Все 13 конкурсанток – настоящие профессионалы своего дела. Но медсестры успешны не только в профессии. Они танцуют, поют и готовят. Настоящие хранительницы домашнего очага. У нас работает 198 медицинских сестер и лаборантов. И у нас половина из них многодетные мамы. И сегодня цель нашего конкурса – это повышение статуса материнства в семье и обществе и формирование творческой активности наших матерей. Конкурсантки боролись в 3 этапах. Это визитная карточка, творческий номер и кулинарное блюдо. Не побоялась продемонстрировать свои таланты Таисия Потапова. Она 3-й год работает медсестрой в онкодиспансере. В медицину пришла осознанно. Это была мечта детства. В 2019 году закончила медколледж. Ранее Таисия работала в другой сфере. Признается, что работа медсестры ей очень нравится. Профессия медсестры – это помогать людям в трудные минуты. И в семье тоже надо. В семье наличие медика никогда не будет лишним. Моя работа очень нравится. Я очень обожаю свою работу. Действительно, медицинская сестра – это не просто профессия, это призвание. Им выпала непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. И успех лечения пациентов зависит в большинстве случаев именно от медицинских сестер. Всех медсестер поздравляю я с Днем медицинской сестры. И желаю им, конечно, здоровья и всего наилучшего. Все участницы справились с этапами конкурса на отлично. Ведь в таком нелегком труде очень важно иногда отвлечься от работы и проявить себя со всех сторон. И пусть не только в этот день звучат слова благодарности за помощь и за поддержку в трудные часы. Кристина Якупова, Георгий Григорьев, Якутск. Еще один конкурс, в котором свой профессиональный праздник приняли участие медсестры, прошел в перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы. Назвали его «Конкурс чтецов», а посвятили столетию образования ЯССР и Году матери в республике. На мероприятии побывала моя коллега Светлана Амосова. 19 невероятно талантливых и креативных медсестер с волнением ждут оглашения результатов конкурса чтецов. С каждого отделения перинатального центра приняли участие по одному сотруднику. Такое мероприятие проводится для развития личностного и творческого потенциала коллектива. Медсестры очень активно участвовали в этом конкурсе чтецов, и такая активность большая. Ну, наверное, может быть, что мы 2 года в таком режиме работали, и поэтому, наверное, хотят встретиться со своими коллегами других отделений. Несмотря на занятость и нелегкую работу, медсестры показали высокий уровень подготовленности. Абсолютным победителем конкурса стала Карина Зуева, санитарка акушерского инфекционного отделения. Диплом 1-й степени, у меня просто слов нет, я не ожидала на самом деле. Я читала балладу о матери, это было военное стихотворение, на самом деле очень тяжелое, и я постаралась максимально передать эмоции именно любви матери к сыну. Также в рамках мероприятия за многолетний добросовестный труд акушеркам и медицинским сестрам вручили нагрудные знаки отличника здравоохранения Республики Саха-Якутия. Проработала 24 года, в операционной 23 года работаю. Мне, что, во-первых, очень было неожиданно, конечно, очень радостно, что такая благодарность большая от здравоохранения именно за вклад. Медицинские сестры являются самой многочисленной категорией работников. Эта профессия стала важной частью системы здравоохранения во всем мире. На сегодняшний день в Якутии насчитывается более 11 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск.
В Якутске встретили участников шестидневного патриотического пробега «Факел Победы» по городам воинской славы. На площади Победы города Якутска состоялась торжественная встреча участников 4-го этапа легкоатлетического женского патриотического пробега. Они преодолели дистанцию 700 километров по городам Тверь, Ржев, Вязьма и Брянск, где проходили одни из самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны. По пути участники пробега встретились с ветеранами и посетили мемориалы и памятники. Якутских легкоатлеток возглавил известный бегун-экстремал, заслуженный работник физической культуры и спорта республики Дмитрий Горохов. Патриотический пробег был посвящен столетию Якутии, Дню Победы и Году Матери в Якутии. Пробег прошел, где прошли жестокие кровопролитые бои 42-43 годах в Ржевских и Вяземских плацдармах. Моим участникам, женщины, 8 человек, пробежали Тверь, по маршруту Тверь, Ржев, Вязьма, Брянск, около 700 километров. Спасибо им, что нас встретили так, ветераны войны, школьники и администрации города. Поэтому у нас очень хорошо получилось этот пробег, и мы очень рады. На этом у нас все новости. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.